В спортивном комплексе «Чароит» многолюдно переговариваются тренера, то и дело мимо пробегают школьники разминка. В этот день здесь сдают нормативы ГТО. Главные участники – школьники. Нормативы соответствуют возрасту, но без подготовки придется туговато. Поэтому участники процесса настоятельно рекомендуют заниматься спортом и серьезнее относиться к физической культуре. 5, 6, 7, 8. Внимание – это привычное дело для нас, поэтому легко далось. Сколько твой личный рекорд? Отжиманий? Да. Ну, чисто так, на силу, чтобы без времени где-то 30 было с лишним. Без остановки, да. А требуется от тебя? Ну, а там уже зависит от нормативов. Там уже надо смотреть протоколы, там вот это все. А обычно делается на время, как сегодня вот у нас. А насколько у тебя такие сильные соперники? Ну да, вот с Нюрюктя девочка, которая взяла первое место, она очень сильный соперник. Ну, я знала, конечно, что она будет, но старались изо всех сил. Да. Вообще нужно спортом заниматься? Очень нужно. Очень помогает. Я занимаюсь с начальных классов. Прям, ну вот, получается, как легкая атлетика началась, как бы с 3 класса, у меня сразу на соревнования. Я уже в 5 классе начала и на волейбол ездить, и на все соревнования. Сейчас уже в 11-м. Удалось даже вполне легко, я бы сказал, но просто есть такое понятие, как штрафы. И по моим предположениям, я думал, что будет как бы совсем-совсем легко, потому что когда нам показали, какие будут нормативы, я думал, ну, сейчас легко сделаю. В итоге оказалось, что такой комплексная выносливость – это очень сильно. Что самое сложное оказалось? Самое сложное оказалось после отжиманий выходить на подтягивание, это тяжело. Сколько раз получилось? Отжимания все сдал, подтягивания все сдал, но с трудом. Ясно, хорошо. А как считаешь, вообще спортом надо заниматься или это сейчас не самое? Спортом, конечно, нужно заниматься как для себя, и вообще всегда лучше себя будешь чувствовать. И, впрочем, эстетика тела должна быть, я считаю. Между тем, один за другим ребята завершают этап. После небольшого совещания все по цифрам результатов, первые итоги и награждения. Проходит очень хорошо. И каждый раз мы объявляем, что мы даже принимаем ГТО самого населения, самого, и школьники тоже задействуем. Школьники приходят? Конечно. Вообще, насколько это удается ребятам выполнить? Не секрет, что физическая подготовка в последнее время не на самом высоком уровне, не самая популярная, скажем. Там же получается по возрастам, по ступеням, и каждая ступень, она получается ориентирована на каждого ребенка по возрасту. И такого не было, чтобы не сдали. Это не первый год. Отличие в том, что в этом году победители определенной возрастной группы поедут представлять Алекминский район на молодежном фестивале «Мусустар». В феврале месяце в городе Якутске пройдет традиционный фестиваль молодежи «Мусустар». И в рамках данного фестиваля один из треков – это сдача нормативов ГТО. И каждый район, который принимает участие, они должны представить команду. Это у нас 2 мужчин, 2 женщин с 18 до 24 лет и юноши от 14 до 17 лет, юноша и девушка. Вот. И в рамках этого сейчас у нас идет отбор, кто у нас представит Алекминский район в данном треке по сдаче нормативов ГТО. На ваш взгляд, есть у нас ребята, которые вполне смогут сделать действительно? Но ведется отбор, и лучшие из лучших, они поедут у нас и представят нашу команду Алекминского района. И в этом году у нас достаточно представительная команда выезжает, более 40 человек в команде у нас будет. И готовимся. 12 февраля мы должны уже поехать в город Якутск и принять участие. В самом фестивале мы принимаем участие уже в 4-й раз. В 3-й раз это в очном формате, да, то есть раньше 1-й раз это был офлайн участие. Помню, мы там снимали видео приветствия. А во 2-й год мы уже приняли участие в различных мастер-классах. В
третий раз мы уже приняли участие в различных конкурсах, да. Было у нас много участников, но в этом году мы собрали, конечно, огромное количество участников, и онлайн участие, и офлайн, да, то есть там на местах. Сейчас проходят отборочные туры. Кто-то на сегодняшний день уже знает, что поедет и примет там участие, да, кто. Кстати, раннее начало сдачи нормативов позволит желающим улучшить результаты. Современная молодежь – это здоровая и физически готовая молодежь. Конечно же, не обошлось без участников, которым надо будет представить очень интересный проект. Я согласилась курировать наших десятиклассников, хотела, чтобы они опробовали поучаствовать в таком конкурсе интересном. Тема насчет профессий новых. Хотелось бы тоже дать им шанс опробовать, что такое новые профессии, может что-то интересное найти для себя. Но, в принципе, вот, да. О каких вообще профессиях шла речь? Ой, там, знаете, были очень много интересных, например, как называется? Экопроповедник, да, очень интересная профессия. Мы решили брать из раздела образования, что-то такое, но остановились на менеджменте. Это тоже интересно, тоже работа с детьми, плюс еще как бы открыть их горизонты к более таким продвинутым, хорошим профессиям. Ребята довольны. Участие в фестивале – это опыт и много нового. У нас проект «Руководитель воплощения детскими РД», то есть заключается в том, что дети на плакатах рисуют, как они представляют себе школьный интерьер, школьную форму, аксессуары. И то есть мы представляем это так, что хотелось бы воплотить детские мечты. Вот. Интересно было? Очень интересно. Вот дети всякое берут, рисуют, им говоришь, вот что вы представляете о форме, что вы хотели бы изменить в форме, вот дизайн, например, коридора. Они рисовали такое много, очень прям классно. Что вот вам понравилось больше всего? Какая форма? Мне понравилось, там девочка нарисовала классическая форма. Там была белая рубашка, белая юбка, но был яркий акцент на красный галстук. Очень было интересно. Вот. Также еще было интересно мебель. Там в коридоре что только не рисовали. И летающий телевизор, летающее расписание, летающее мусорное ведро, диван-обнимашки. Все это было очень красиво и интересно. А тебе? Ну, мне тоже очень интересно смотреть, как дети рисуют. Ну, считаю, что я сам тоже дитя. Но они рисуют, много выдумывают. Очень хорошо. Если взять, что ты мальчик, да, то какая форма, на твой взгляд, мальчику будет? Ну, на мой взгляд, как бы, ну, как джентльмены, ходить постоянно в костюмах, быть презентабельными. Не менее важно знать, уважать и сохранять традиции своего народа. Радмила с детства впитывала культуру татар от своей бабушки. Ей интересны обычаи, язык, одежда. При этом девушка активно участвует в общественной жизни, всегда впереди и открыта новому. Для участия в Мусустар у молодежи татарской общины интереснейший проект. Ашык калырга мөмкин. Йөз, куллар, бабаннар. Кәләшне Я выбрала национальный обряд и этноблок в топе. Что это из себя представляет? Национальный обряд нужно показать обряд татарский. Я выбрала никях, потому что он очень интересный. Получилось очень красиво. Мы сняли видео. Само по себе участие в столь ярком и значимом фестивале не просто престижно, но и важно. Это совершенно другой уровень. Новые идеи, новые знакомства, обновление самого себя. Особенно для юных, для кого фестиваль станет ярким и памятным событием. Молодежный фестиваль – это очень важный этап для развития любого ребенка. Если он туда
попадает, он попадает автоматически в атмосферу творчества, молодежного такого задора, просторы открываются для ребенка, и он видит, какие все раскованные, какие все веселые, дружные. Там же такая особая атмосфера всегда на фестивалях царит. И поэтому я думаю, что когда они сюда приедут, наши ребята обратно, они будут совершенно другие. Они будут знать, к чему стремиться, о чем мечтать, возможно. Новых друзей приобретут, это тоже немаловажно. Из нашего маленького города очень полезно выезжать, тем более на такие мероприятия. Впервые за 4 года в фестивале будут принимать участие работники сельскохозяйственной отрасли. Все 3 участницы работают в кладовой Алекма. Для Алекминского района сельское хозяйство в приоритете, поэтому одна из задач – поднять престижность специальности. По части трека, да, одного из треков «Мусустар», конечно, это «Создавая агропроизводство», интеллектуальная игра «Молодой аграрий». Да. Я очень рад, да, что появилось такое направление. Да. В последнее время у нас, как и везде, в сельском хозяйстве очень, как говорится, высоко наблюдается нехватка кадров. Поэтому с помощью этой игры и республика, и сами районы могли бы выявлять лучших из лучших в сфере сельского хозяйства и привлекать их к развитию нашего района, нашей республики. Я думаю, это очень даже правильно. Не обо всех получилось рассказать сегодня, но каждый, кто представит район на фестивале, безмерно гордится своим родным краем. Он действительно прекрасен, и это замечательно смог показать еще один участник фестиваля Сергей Солдатов в своем конкурсном ролике. Конечно же, изначально меня попросили организаторы фестиваля именно Алекминского района. У меня была возможность, конечно, я решил для себя попробовать что-то новое, и поучаствовать в данном фестивале. Как давно занимаетесь монтажом? Вообще я любил снимать с детства. Конечно, вот в последние 4 года я увлекся этим. В выходные дни я люблю проводить на природе, активный отдых. И, соответственно, люблю снимать природу Алекминского района. У нас очень красивая природа и богатая. Удачи участникам, ярких дней и событий.